Некоторые таджики расценивают это как предательство. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что так разочаровало наших соотечественников. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Верховный суд России признал террористической партию исламского возрождения Таджикистана ПИФТ и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. Газета «Известия» и информационное агентство «Интерфакс» сообщили со ссылкой на пресс-службу суда, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании террористической партии исламского возрождения Таджикистана и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. В ПИФТ считают, что таджикские власти могут злоупотреблять этим решением, и на его основании многие невиновные люди будут арестованы и заключены в тюрьмы. О соответствующем обращении надзорного ведомства в суд ранее сообщал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Таджикистан. Партия исламского возрождения считалась крупной оппозиционной силой в Таджикистане, но в 2015 году таджикские власти признали ПИФТ виновной в соучастии в мятеже Хаджи Халима, бывшего заместителя министра обороны страны, и объявила ее террористической организацией. Власти заявили, что ПИФТ причастна к организации мятежа, но партийные лидеры говорят, что это голословное утверждение и что целью властей было изгнание сильного оппонента с политической сцены. А как вы относитесь к такому решению суда Российской Федерации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Бабаджон Каюмов, пресс-секретарь запрещенной ПИФТ, в письменном ответе отреагировал на решение России. Конечно, это было ожидаемо, что Верховный суд России признает партию исламского возрождения Таджикистана террористической и запретит ее деятельность на территории России. Хотя и до этого ПИФТ никогда не вела деятельность на территории этой страны. Мы обеспокоены тем, что власти будут злоупотреблять этим решением, и на его основании многие невиновные люди будут арестованы и заключены в тюрьмы. Руководство партии в ближайшее время определится с официальной позицией на своем заседании и сделает официальное сообщение об этом. Ранее председатель запрещенной в Таджикистане партии исламского возрождения Мухиддин Кабири обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить признания этой партии террористической организацией на территории Российской Федерации. В случае признания ПИФТ террористической десятки и сотни тысяч сторонников и бывших членов партии и простых граждан Таджикистана в очередной раз станут жертвами репрессий, психологического и политического давления и преследования, как в Таджикистане, так и в России, подчеркнул в своем письме Кабири. До 2015 года партия исламского возрождения Таджикистана насчитывала в своих рядах более 40 тысяч членов и считалась второй по величине политической силой после правящей Народно-демократической партии. На сегодняшний день свыше 200 членов партии арестованы в Таджикистане и заключены в тюрьму на длительные сроки. Часть успела покинуть страну и нашла убежище в странах Европы. Как вы думаете, теперь охота за этими людьми только усилится? Новости, наверное, о том, что новых людей заключили или они исчезли, будут поступать буквально каждый час. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.